Меня зовут Елена. Сегодня я с вами буду в качестве психолога. И сегодня я постараюсь много сделать для вас, незаметного такого, знаете, и приятного. Несмотря на тему, которая сегодня есть, изменения точно у вас произойдут, и я очень надеюсь, что вы сохраните, это точно я знаю, что сохраните. Через годик где-нибудь напишите мне, скажете, как у вас там дела. Еще раз, да, цель у нас такая, чтобы сейчас у нас максимально мы сделали все для себя самое лучшее, а для этого мы будем тело наше любить, холить, лелеять, позволять ему выдерживать эту нагрузку, чтобы мозг у нас был свободный, чтобы он у нас выдавал все, не зажимался, не стучал в бок, пошли есть, да. То есть вот, поэтому сейчас прислушайтесь, пожалуйста, к своему телу. Опять-таки, да, вот этот вот хор. Напоминаю, благодарю прям, что я в хоре была, потому что меня очень часто спасает, когда я выступаю. Вот это положение привычки просто, что ты встал, и все держится хорошо. Вот. А сейчас еще попробуйте отпустить тело и сказать каждой части, которая сейчас вам подает любой сигнал. Это может быть сигнал приятный, это может быть неприятный, там что-то уколоть, да, то есть это с вами здоровается. Сейчас мы тело попросим, чтобы оно нам дало возможность дальше работать на драйве. Хорошо? Так, это будет длиться минутку, две, в молчании. Каждый делает то, что я сказала. Хорошо? Закрываем глаза. Я тоже это сделаю. И поехали. Если у кого-то что-то чешется, почешите все с закрытыми глазами, между прочим. Если тело хочет двигаться, подвигайте его. Пошататься хочет, пошатайтесь. Значит, оно хочет так расслабиться. Обязательно. Подрыгайте ногами, если хочется. Поприседать кому-то. Кому-то хочется очень каких-то активных действий. Слушайте внимательно, вот у каждого свое. Да-да-да. Угу. Погрейте ушки себе. Пробуждает это. Просто положите ладошки. Не надо их растирать, просто положите. Как в детстве мама берет за вот так, да, личико? Было у вас такое? Когда мама берет, говорит, ты мой хороший, ты мой золотой. Хорошо. И дышим. Чувствуете, как дыхание поменялось? Такое теплое, расслабленное, хорошее. Сейчас нам целый выдаст энергию. Мы будем опять энергичными. Прям. Хорошо так будет. Задорными. Мозг будет шутить. Все будет очень круто, весело. Да, вот так. Тело у нас очень умное, оно нам помогает. Если его слушать, оно нас просто спасает. Надо просто слышать его, относиться без шаблонов. А сейчас глубоко вдохнем. Ой, весь воздух, весь. У нас здесь нет солнышка, но тут вокруг везде солнышко. Вот оно прям. Вдыхаем его. Оно такое блестит. Мелкие крупицы, такие блеска, будущие звезды у нас здесь. Вот. Вдохните это, вдохните, вам это суждено. Все, вы за этим сюда пришли. Вдохните этот блеск. Дай мне потрогать твой страх. Давайте. Давай. Где? Что ты делаешь? Дай мне его потрогать. У тебя есть страх. Где? Я ничего не вижу, не ощущаю. Где? Он внутри. Даже страх нереально потрогать. Вот и все. Дай мне свой страх потрогать. Ага. Вы так рассказывали о нем, как о каком-то большом монстре, который живет внутри вас. Дайте мне его потрогать. Кто может дать? Невозможно сделать. А вы живете с его присутствием.
И там это один только, который вы тут это, да? То есть как бы, какие вы иллюзионисты. Понимаете, что я пытаюсь донести? У кого изменилось ощущение сейчас от того, что вы говорили минуту назад? Что такое страх? Если вам дать возможность сейчас еще сказать, мы можем тут до утра продолжать. Так что такое страх-то? Рамки, которые мы сами себе устанавливаем, должно быть наши иллюзии. Что? Вот больше, наверное, не рамки. Потому что рамки это тоже что? Дай мне рамки, покажи мне рамки. Где они? Дай я их потрогаю. Я могу их потрогать? Нет. Я сейчас меняю ваши нейронные связи через юмор. Это не я, это не про меня, это не про мою личность. Я сейчас создаю у вас ощущение. И это ощущение ваше, которое внутри вас родилось. Оно ваше, я не знаю, какое оно. Но моя задача была его вытащить. И именно это ощущение вас будет вытаскивать. Поэтому я дала книги, чтобы вы запомнили. Да? Вот, а теперь вернемся. Представляете, это ваши страхи. Так, ребят, предлагаю подойти к нему и положить свои книжки ему в руки. Положить Да, книжки. да, да. Все. Так, да. Обязательно ложить? Да. Ну потом вернете, господи. Давай. Запомните моя книга. Зараз невозможно, Так, окей. Угу. Как ощущения? Ну, физические? Да, Ну, весомо? весомо. Да. Мгм. Сколько тут человек? Знания 15. 15, ага, 14. 15, что вы? 15. 15, да. А сколько людей в жизни вот до сегодняшнего вашего дня проходило мимо вас? Всего. Вообще Миллионы? миллионы. То есть вот здесь, на этом месте, должно быть миллион книг. Киң сахраларда вак-вак кар ява, ямшикнең аты моңаеп бара. Эй, иптәшкәем, мин үләм инде. Киң сахраларда җирләрсең мине. Достаточно? Да. Скажи мне, пожалуйста, классно, да? Как тебе? Мне начинает потихонечку уже Раздражает, да? становиться тяжелее чуточку. Чуточку. А если учесть, что ты сейчас некоторое время это держал, а к выступлению морально каждый из вас готовится там за день, за два, да? Представляешь, если бы ты 2 дня так держал? Тяжело, Ага. Вот ты какой выйдешь на сцену в этом случае? если что. Ну, если 2 дня будешь держать это. Без левой руки. А как споешь? Ровнее. Так, бросай. Бросай! 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 Отлично. Спой. Зәңгәр томан җиргә кунган, әйтерсең лә көзгә юрган, шул томаннар арасында минем бәхет сине җуйган, йөрәгемнең ярысын хәлле. Томаннарга керәм әле, югалтырга теләмим, мин сине эзләп табам әле. Отлично. Контакт есть, представляете? Мне очень понравилось работать с ребятами. Они открытые, они мастера. Это чувствуется в каждом слове, в каждом голосе. Особенно приятная вторая часть, которая позволила мне побыть даже на мини-концерте. И я благодарю ребят за это. Они действительно классные, и у них очень большое будущее. Ребят, помните, что все инструменты, которые есть у вас, они в вас уже закреплены. Не надо их тащить мозгом. Все внутри вас, все знания, которые они сработают тогда, когда нужно, без вашего контроля. Доверяйте себе, доверяйте своему телу, доверяйте своему голосу, доверяйте людям вокруг вас. Спасибо большое.